Всем привет! Сегодня я расскажу легенду о призраке якутской мумии, которая выставлялась именно в этом музее, который находится именно сейчас за мной. В Якутске существует легенда о шумном духе шаманки, которая не давала покоя вахтерам, охранявшим ночное время якутский музей имени Емельяна Ярославского. Мумия шаманки выставлялась там с 1937 по 1998 год. В ночное время вахтеры музея слышали в здании шаги, шум, стуки, вздохи и даже сетования древней покойницы из-за того, что ее тело не хоронят, мучают душу, издеваются. Иногда в залах начинали громыхать шаманские бубны. Не на шутку перепуганные вахтеры категорически отказывались от работы в ночное время, и службу по охране музея передали в ведение органов милиции. Но даже бывалым милиционерам служба музея не показалась сахаром. Мумия лежала под стеклом в деревянной витрине. Но особо впечатлительных посетителей она действовала плохо. Валившиеся глазницы и рот, иссохшие руки, почерневшие пальцы производили удручающее впечатление. А каково было одиноким вахтерам в ночное время, когда они слышали гулкие шаги и вопли в пустом здании? По словам одного из сторожей, он запирался в своей комнатушке и лихорадочно вспоминал все молитвы Богу. Более того, оказывается, что она во снах являлась некоторым посетителем музея и требовала захоронить ее. Об этом есть записи в книге отзывов. В 1988 году по ходатайству искусствоведов в администрации села Соло Мегино-Кангаласского района Якутии была создана рабочая экспертная комиссия. Министерство культуры издало приказ о списании музейного экспоната в связи с физиотехническим устарением, участившимися случаями негативной реакции со стороны посетителей. Обряд погребения останков шаманки был совершен 14 апреля 1998 года. Автор статьи, которую я сейчас читаю, затеял провести собственное расследование этой истории и отправился в музей. Кассир, узнав, что его интересует, посоветовал обратиться к старшему научному сотруднику, и та переправила к главному хранителю, затем к заместителю директора. Ощущался налет административного сопротивления. Чувствовалось, что работники музея не хотят делиться информацией. Автора попросили даже написать заявку на имя директора, мол, позвольте ознакомиться с материалами, касающимися загадочной мумии. В конце концов, автор оказался у директора музея Егора Спиридоновича Шишигина, краеведа и музееведа, исследователя истории Русской Православной Церкви, а также духовной культуры народов Якутии. К его удивлению, Егор Спиридонович встретил автора приветливо. В беседе с ним выяснилось, что тревожащая людей по ночам беспокойная мумия, экспонат номер 2104, это вовсе не шаманка. Забегая вперед, отмечу, несмотря на распоряжение директора, сотрудники администрации музея нашли различные предлоги, чтобы не дать ознакомиться с материалами, касающимися таинственного экспоната. Ни фотографий, ни документов, ни файлов. Просто посоветовали самостоятельно поискать в библиотеках соответствующую литературу из истории края. И все же из административного корпуса автор вышел с солидным багажом информации. Сказался опыт в органах МВД. А теперь обо всем по порядку. Кстати, автор это, насколько я помню, Андрей Ефремов, а также известный под псевдонимом Брэм. Он оставил довольно-таки много интересных записей, на которые я ссылаюсь и использую в своих материалах. Теперь вернемся именно к вот этой женщине. Она была язычницей, но не шаманкой. В 1937 году Якутский областной музей имени Емельяна Ярославского на гребне волны борьбы с религией в стране Советов организовал археологическую атеистическую экспедицию. Целью экспедиции были раскопки 3 могил XVIII века, находившихся на территории первого майорукского, ныне Медино-Кангаласского улуса, и Чалгинского наслегов, местности Кистербит. Там в незапамятные времена были захоронены родоначальники маюкских якутов Ага Уозджорго, его невестка, его дед Идылги и дядя Акатта. Неподалеку от захоронения археологи раскопали массивное надмогильное сооружение, под которым было обнаружено 2 погребения сына Джорхо Муруку и его супруги. Всего экспедиция вскрыла 9 могил. Хорошо сохранившиеся вещи и мумия невестки Ага Уозджорго, инвентарный номер 2104, и стали экспонатами Якутского музея. Надмогильное сооружение было выполнено в виде памятника типа чардат. Само название чардат означает чердак или ограда вокруг могилы. Получается, погребенная женщина не являлась шаманкой.
Шаманов хоронили не в земле, а в подвешенной над землей колоде Арангасе. Она была язычницей, ее руки вытянуты вдоль туловища. В могиле находился чорон, это якутская посуда, седло, украшения, бытовая утварь. Женщина была из богатой семьи. По древним якутским языческим верованиям покойным по ту сторону бытия требовалась еда и питье, ведь они продолжали жить в иных сферах. Надо отметить, что традиционно якутские захоронения представляли собой только арангасы, но Екатерина II запретила надземные погребения, и якутов стали хоронить в земле. Значит, найденные погребения были созданы уже после 1763 года, а шаманов народ продолжал хоронить в арангасах. А теперь о родовом проклятии. Директор музея Егор Спиридонович рассказал также следующее. С попустительства Министерства культуры, несмотря на энергичные протесты музея, мумия этой женщины и весь погребальный комплекс в конце концов передали родственникам, которые совершили перезахоронение в 1998 году. Родственники утверждали, тело нашей прародительницы лежит на всеобщем обозрении музея, поэтому в нашем клане спивается молодежь, люди рано умирают. Мы требуем вернуть мумию нам, чтобы предать ее земле. Мы желаем достойно захоронить останки нашей прародительницы, чтобы снять родовое проклятие. При перезахоронении семья постаралась соблюсти все традиции. На месте бывшей могилы сделали новый бревенчатый сруб традиционного языческого памятника Чардат. Провели соответствующий обряд. Позже другие источники сообщили автору статьи, что родственники поначалу выкрали мумию из музея, и только после этого республиканские власти, не придавая делу широкой огласки, документально оформили официальную передачу останков. Скандальное разбирательство старинного клана с правительством тянулось примерно полгода и было засекречено. Возможно, это тоже являлось причиной отказа в ознакомлении с музейной документацией. Вот, на этом у меня легенда заканчивается, но в следующем видео вы как раз узнаете именно позицию самого музея, поскольку мне удалось взять небольшое интервью у работницы музея, но об этом будет в следующем видео, и ссылка будет в описании. А теперь я хочу добавить, что у меня на встречах на вечерах страшных историй иногда люди подтверждают различные истории, которые я рассказываю, то, что это действительно было, происходило, например, либо лично с ними, либо с их родственниками и так далее. И на одной из встреч как раз одна девушка сообщила, то, что у нее мать работала здесь, в этом музее. Но, правда, она напрямую не столкнулась с призраком, но был такой момент, когда она услышала шаги на втором этаже, и она убежала вниз, вышла из музея и стояла на улице до самого утра, потому что она не выдержала вот этого эффекта присутствия. То есть на самом деле текучка, она точно была, посторонние шумы на территории музея, они точно были. Но вот как бы что именно является мифом и что именно является правдой, об этом как раз вы узнаете в следующем видео. Всем спасибо за внимание.